Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в программе о результатах борьбы с коррупцией. Координационное совещание силовиков прошло сегодня в Сухуме. Герои Ахбюка в памяти навечно. Героический десант июля 93-го. Вид на жительство или форма номер 9. Что и почему выбирают жители Галского района. Актуальный репортаж программы. 7-8 июля Республику Абхазия с первым официальным визитом посетит президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. 7 июля состоится встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с Анатолием Бибиловым, в ходе которой будут обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы дальнейшего развития абхазо-юго-осетинских отношений. Как сообщает пресс-служба президента, в состав делегации, возглавляемой президентом Республики Южная Осетия, входят министр иностранных дел, министр культуры, генеральный прокурор, председатель КГБ, председатель Общественной палаты. Вопросам предупреждения и раскрытия коррупционных преступлений за 2016 год и 5 месяцев текущего года было посвящено координационное совещание, которое прошло сегодня в прокуратуре города Сухум с участием руководства и сотрудников Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и службы госбезопасности республики. Репортаж Ирины Аршба. На координационном совещании присутствовали председатель службы государственной безопасности Зураб Маргания, председатель Государственного таможенного комитета Даур Кубахия, начальник ГСО Тар Бирзения, начальник государственной миграционной службы Алексей Аджинджал, работники прокуратуры районов, транспортной и экологической прокуратуры, сотрудники управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и прокуратуры Сухума. С основным докладом выступила начальник управления Зарина Саблирова. Согласно представленным Министерством внутренних дел сведениям, за 2016 год зарегистрированы 20 преступлений, совершенных лицами с использованием служебного положения, и 4 преступления за 5 месяцев текущего года. Из них прокуратурой города Сухум за указанный период расследовано 3 уголовных дела, прокуратурой Гагарского района – 1, прокуратурой Гулрипского района проведены проверки по 10 сообщениям о преступлениях в отношении сотрудников различных подразделений внутренних дел, по результатам которых отказано в возбуждении уголовных дел. Прокуратурой Гудаутского района расследовано 1 уголовное дело, прокуратурой Чемчирского района проведены проверки по 8 сообщениям о преступлениях, прокуратурой Тхорчалского района по 7, прокуратурой Галского района расследовано 1 уголовное дело. По словам Саблировой, в работе управления существуют процессуальные недоработки, которые влекут за собой не всегда обоснованный отказ в возбуждении уголовного дела по коррупционным преступлениям. И по результатам деятельности отделов следствия и дознания органов внутренних дел установлено, что работа этих органов по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений коррупционной направленности характеризуется критически низким уровнем. Изучение практики расследования коррупционных посягательств показывает несогласованность оперативных служб и органов следствия, недостаток надлежащего оперативного сопровождения при выявлении и расследовании дел коррупционной направленности и несвоевременное проведение неотложных следственных мероприятий, приводящее к утечке информации и принятию лицом мер по сокрытию следов преступления, уничтожению имеющейся доказательственной информации. В оперативно-розыскной деятельности отдельных органов внутренних дел, направленной на выявление коррупционных деяний, допускаются факты неисполнения задачи оперативно-розыскной деятельности, нередко отмечается низкое качество предоставляемых результатов оперативно-розыскной деятельности, не позволяющее в дальнейшем следственным органам принять решение о возбуждении уголовного дела. За 2016 и 5 месяцев 2017 года органами прокуратуры проведены проверки по 19 материалам коррупционной направленности, поступившим из контрольной палаты по фактам нецелевого использования бюджетных средств и нарушения бухгалтерской отчетности и финансовой дисциплины, по результатам которых Следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено 3 уголовных дела. Все должностные преступления нашим законодателям отнесены в категории преступлений коррупционной направленности, но они не все подпадают под эту направленность просто в силу того, что сами преступления коррупционной направленности, они предполагают определенные условия, что там должна быть какая-то материальная выгода. И поэтому нельзя все преступления, должностные преступления отнести к преступлениям коррупционной направленности. Начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Денис Цвижба также отчитался о проделанной управлением работе. В настоящее время в производстве находится 4 дела оперативного учета коррупционной направленности в отношении должностных лиц. Проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступных действий фигурантов с целью привлечения их к уголовной ответственности.
В итоге заместитель генерального прокурора Георгий Аршба зачитал проект постановления, который будет в ближайшее время предложен для обсуждения и принятия руководству правоохранительных органов республики. В проекте постановления предусмотрен комплекс мер, направленных на устранение отмеченных недостатков, совершенствование механизмов ведомственного контроля и прокурорского надзора. Предложено рассмотреть вопрос принятия совместного положения о порядке взаимодействия органов прокуратуры, органов внутренних дел и других участников координационной деятельности при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений коррупционной направленности. Также предложено проработать вопрос формирования отдельной группы оперативных работников, специализирующихся именно по данному направлению деятельности. Ирина Аршба, Бестан Чхинджерия, Абхазское телевидение. 24 года назад, 4 июля 1993 года, в ходе Отечественной войны народа Абхазии батальон «Горец» принял свой последний бой. Вертолет Ми-8 с 46 абхазскими десантниками на борту приземлился на горе Ахбюк, которая имела стратегическое значение на Шаромском направлении Гумистинского фронта. Вертолет был обстрелян из засады, многие десантники погибли. Каждый год в этот день ветераны батальона «Горец», родные и близкие погибших, приходят в парк боевой славы, где захоронены погибшие воины. Ветераны возлагают цветы к могилам павших героев и вспоминают своих боевых товарищей. 4 июля 1993 года – одна из трагических дат в летописи Отечественной войны народа Абхазии. 24 года назад в этот день на Ахбюк высадился вертолет Ми-8 с абхазским десантом. Гора Ахбюк имела стратегическое значение. Она является одной из главных вершин, нависающих над Сухумом. Со взятием этой высоты абхазская армия могла продвигаться дальше для полного освобождения столицы. По расчетам абхазского командования, вершина Ахбюк не была занята грузинскими войсками, но наших бойцов ждала засада. Как только вертолет приземлился, вражеские войска открыли огонь. Вертолет был обстрелян из гранатометов и загорелся. Выпрыгивая из него, бойцы отстреливались, чтобы десант смог высадиться и закрепиться. Кавалер ордена Леона Тимур Кварча – один из выживших в том неравном бою. В июле 93-го ему было 17 лет. Скрыв свой возраст от командира, он с батальоном «Горец» отправился на освобождение горы Ахбюк. Мы уже подлетели, трое наших солдат выпрыгнули, чтобы ознакомиться с местностью, и тут началась стрельба. Внутри ее слышно не было, просто все, весь вертолет начал просвечиваться в дырках. Солдаты падали, кто раненый, кто выходил, сразу вступали в бой, принимали круговую оборону. Большинство солдатам не удалось выйти с этого вертолета. Они били бой как мог без иллюминаторов до последнего. Из 46 воинов батальона «Горец» в том бою в живых осталось 17 человек. Позже из них несколько погибли от полученных ранений и ожогов. Без вести пропали 5 человек. Среди погибших на горе Ахбюк доброволец из Чечни, герой Абхазии Ахмед Хаметов. По словам однополчана Ахмеда, он раненый и обожженный выскочил из вертолета. Обстреливая вражеские точки и прикрывая собой друзей, геройски погиб. Сын героя Абхазии Ахмеда Хаметова, Адам, впервые приехал в Абхазию. Когда погиб его отец, ему было всего 2 года, и он помнит о нем только по рассказам старших. Адам мечтает найти останки своего отца, чтобы со всеми почестями предать земле на родине. Точно не знали, где похоронен или нет. Я из-за этого сюда пришел узнать, где похоронен, как погиб. Точно выяснить, что через Хамзата узнал, что да, здесь и хочу похоронить его. Мужество и героизм, проявленные абхазскими десантниками на горе Ахбюк, навсегда останется в истории, а память о погибших воинах всегда будет жить в наших сердцах. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 1-6 июля в рамках проекта «Тропой героев» состоится пеший поход по местам боевой славы июльской наступательной операции, в котором примут участие около 150 ребят. Молодежь в походе будут сопровождать 5 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, которые расскажут ребятам о тех местах, где проходили военные действия. Мероприятие организовано Государственным комитетом по молодежной политике. Первое заседание парламентской комиссии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ состоялось сегодня в Сухуме. Комиссию возглавляет депутат Дмитрий Дбар. В заседании комиссии приняли участие заместитель генерального прокурора Эшсо Какаля, председатель СГБ Зураб Маргания, судья Сухумского городского суда Рустам Чагава, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Засим Гицба и представитель Министерства здравоохранения Саида Делба. По итогам встречи было принято решение о том, что представители
МВД, СГБ, Генпрокуратуры и Минздрава подготовят совместные предложения по вопросу предотвращения и борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ и через месяц представят их комиссии для дальнейшей скоординированной работы. Уже более 2 месяцев в Абхазии принимают документы на получение вида на жительство. Совсем скоро начнется выдача документов. Однако закрепить свое право нахождения на территории Абхазии жители Галского района почему-то не спешат. Они в своем большинстве желают продлить форму номер 9, которая позволяет им беспрепятственно пересекать абхазо-грузинскую границу. Какие преимущества у вида на жительство, кто может его получить и что необходимо для этого сделать, выясняла Нис Фаршба. Такая картина здесь почти каждый день. Особенно многолюдно в районе Галской милиции в так называемые рыночные дни. На прием в паспортный стол люди спешат с утра пораньше. И у каждого из них десятки вопросов. Как происходит дело наше? Мы же местные жители. Почему нам дают вид на жительство, а не паспорт? Дверь в помещение чаще всего закрыта. Вход контролируется во избежание столпотворения. Температура на улице почти 40 градусов. Кто-то не выдерживает, их крики разносятся по всему помещению паспортного стола. Сюда жители района попадают уже с пакетом необходимых документов. Далее все по процедуре. Проверка наличия документов, а затем отпечатки пальцев. Данные вносятся в компьютер, и только после этого форма 9 жителю Галского района продлевается. Так, вот это оригинальное у меня все. Вот он, что там, без проблем собирать. Абхазские загранпаспорта уже не продлевают. Процедуру приостановили несколько месяцев назад. Но люди сюда в паспортный стол приходят с документом и требуют его продлить, а кое-кто и даже выдать новый. Как выяснилось, причина столь большой любви к абхазскому загранпаспорту проста. Воспользовавшись выездом на территорию России, многие подали документы на получение российского вида на жительство. Вот и получается, у этих людей будет уже не 2, а целых 3 гражданства – Абхазии, Грузии и России. Вид на жительство – это тот же документ, который позволяет проводить все юридические вопросы, касаемые передвижения по Абхазии, передвижения через границу, что их очень сильно волнует Республику Грузии. То есть образцы непосредственно видов на жительство уже переданы пограничному управлению, которое находится на границе. Ну, а те кривотолки, которые что нельзя переходить, это просто умысел. Общий срок рассмотрения документов – 2 месяца. За это время проводится и спецпроверка, которая позволит узнать о человеке, представившем документы, все. У нас прием, потом спецпроверки, максимум это 2 месяца по нашей инструкции. И на тот период времени, пока обрабатываются документы, мы продлеваем гражданам на 2 месяца. Форму номер 9, чтобы люди могли передвигаться по территории республики. С января текущего года в паспортном столе Галского района выдано 36 абхазских паспортов. А вот видов на жительство пока не выдано ни одного. 5 инспекторов принимают необходимые документы с апреля месяца. Мы будем оказывать физическую помощь в том плане, что будет каждый день по необходимости отправляться в командировку из управления паспортного, из Сухума. Энное количество людей. То есть, скажем прямо так, в дни, когда здесь такой большой ажиотажный наплыв, это рыночные дни. Это среда и пятница, если не. То есть тогда будут присутствовать здесь, помогать оказывать по 3 сотрудника МВД. Документы, заполненные на грузинском языке, в паспортный стол необходимо представить с нотариально заверенным переводом. Его делают здесь же, в Гале. Перечень документов не особо большой, но в случае, если житель представит грузинский паспорт, то срок проверки будет уменьшен, и ему представится возможность получить только вид на жительство. Если же результаты спецпроверки будут положительными и местонахождение человека будет подтверждено вплоть до 1 дня, есть большая вероятность получения абхазского паспорта нового образца. В первую очередь справка с места жительства. Это по месту жительства каждый гражданин должен обратиться к главе администрации своего села. 2 адресных листка прибытия, где будет указан адрес. Это тоже на месте глава района выдает. Свидетельство о рождении. Это самый необходимый, самый нужный в первую очередь документ. При наличии грузинского паспорта, соответственно, человек должен предоставить, нотариально его перевести на русский язык. 4 личные фотографии формата 4:6. Квитанция об оплате в банк 940 рублей. Человек должен подтвердить свое гражданство. Если он является гражданином республики, то, естественно, будет документирован паспортом
Республики Абхазия. Если этот факт не подтверждается, то, естественно, мы его не сможем документировать, только документируем его на вид на жительство. Получение вида на жительство люди почему-то страшатся больше всего. Кто-то их убеждает, что документ ограничит их в правах и лишит возможности передвигаться. Стали спрашивать и выяснили. Через границу с Грузией по нему проходить можно. Принимать и вступать в наследство тоже. Получать справки также позволено. Этот документ подтверждает право на постоянное проживание на территории Абхазии. Единственное, что будет недоступно, это участие в выборах. Нисфарш Бабислан Джинджоля, Абхазское телевидение. Вопросы приватизации объектов муниципальной собственности обсуждались сегодня на заседании Сухумского городского собрания. Депутаты также создали комиссию для работы над законом о статусе столицы. О согласовании условий предоставления рассрочки при приватизации объектов муниципальной собственности. Первый вопрос повестки дня, который был одобрен депутатами. При этом сумма рассрочки первоначального взноса приобретаемых объектов муниципальной собственности будет составлять не менее 30% от цены приобретения данных объектов. Оставшаяся часть суммы должна быть погашена в течение последующих 6 месяцев. Председатель городского собрания Константин Пили отметил необходимость внести поправки в закон об административных единицах и разработать закон о столице, для чего было принято решение создать комиссию, которая будет состоять не только из депутатов местного самоуправления, но и неравнодушных представителей общественности. Проект закона будет предоставлен нашим законодателям, то есть передан депутатам парламента, кто выступит инициатором. Правовой отдел, наверное, президентской администрации. Вот будем надеяться, что этот закон появится и будет жить. Кроме того, на заседании было подписано обращение к президенту Абхазии и Народному собранию с предложением о внесении поправок в закон Республики Абхазия об управлении в административно-территориальных единицах. К обращению были приложены предложения Сухумского городского собрания по реформированию закона на 5 страницах, среди которых расширение полномочий собрания. С целью увековечения памяти Виталия Хазаратовича Смыр депутаты городского собрания единогласно приняли решение обратиться к главе администрации столицы с просьбой установить мемориальную доску на фасаде дома номер 14 по улице Иналыпа по месту жительства героя Абхазии. 4 июля абхазские спасатели отмечают день создания МЧС. В июле 2014 года управление было преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям. МЧС Абхазии исполнилось 11 лет. 4 июля 2006 года указом главы государства было создано Управление по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, а в 2014 оно было преобразовано в Министерство. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов в парке боевой славы в Сухуме. Затем на площади Свободы был выстроен личный состав и передислоцирована спецтехника МЧС Республики для проведения строевого смотра. Поздравить спасателей с годовщиной создания министерства прибыл премьер-министр Беслан Барциц. Работа МЧС сложная, сопряжена с опасностью. Зачастую, рискуя своей собственной жизнью, вы приходите на помощь людям, которые попали в тяжелые ситуации, связанные со стихийными бедствиями, с какими-то другими ситуациями. Но мы знаем одно, что сотрудники МЧС всегда придут на помощь нашим людям. Мы всегда подчеркивали высокий профессионализм этой структуры. И со своей стороны, от имени руководства страны и от себя лично хочу поздравить вас с сегодняшним днем, с днем создания МЧС. И пусть в ваших семьях всегда будет благополучие, счастье, чтобы ваши родные никогда не имели повода беспокоиться за вас. Знаменная группа пронесла перед строем государственный флаг Республики Абхазия и флаг МЧС Абхазии. Затем премьер-министр осмотрел выставленную спецтехнику, пообщался со спасателями. Подразделения МЧС Абхазии несут службу во всех районах республики, в предгорной и горной ее частях, а также в морской акватории Абхазии. В ближайшее время будет решен вопрос со спецавиацией. После строевого смотра в актовом зале министерства молодым лейтенантам, выпускникам Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России 2017 года министр генерал-майор Лев Квициня вручил удостоверение сотрудников спасательного ведомства Абхазии. В ознаменование 11-летия создания МЧС некоторым действующим сотрудникам были присвоены очередные воинские звания. И в завершении выпуска о погоде.
Завтра в Абхазии днем преимущественно без осадков, вечером возможен дождь. Температура воздуха ночью 23-28, днем 30-32 градуса. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.